Запах канализации на всю округу, полная антисанитария, стесненные условия для проживания. Несмотря на такое положение, в этой каморке живут 11 семей. В их числе пожилые, дети и даже инвалиды. Правда, история каждого из них, как и сама обстановка здесь, непростая. Просто не получила деньги. Это она и сестра ее. Да. Что у нас? Как она проходит? Как получившая? Я сидела 7 лет и поэтому не получила ни одного. Ну отсутствовали, правильно? Да, но это не по своей вине. Да. И это не одна сложная история, в которой еще предстоит разобраться. Бараки за рынком в Назране, так их обычно называют в народе. Сложный вопрос переселения их жильцов не решается уже долгие годы. Сооружения стоят на балансе у местной администрации. Давно признаны аварийными. Однако снести объекты, угрожающие безопасности людей, оказалось далеко не просто. Большинство из этих жильцов фактически рискуют остаться на улице. Правда, и есть те, кто вовсе не горит желанием отсюда съехать. Получив компенсацию на строительство нового жилья, некоторые продолжают держать здесь комнаты. Автомобиль жителя этой комнаты, со слов соседей, находится во дворе, но дверь заперта, на стук никто не реагирует. Всего 6 семей из одного барака должны были покинуть помещение в законодательном порядке. Также местная администрация идет на крайние меры с целью убедиться, что те, кто получили жилье, действительно съехали. Здесь, кроме паутины, ничего не обнаружили. А что делать тем, кто никакую помощь еще не получал? Новым жильем не обзавелся, к тому же потерял статус беженца, как семья Ахильговых. Они вынужденные переселенцы из пригородного района, проживают здесь с 1994 года. Не верите? Пишет все. Проверять. Статус беженца им не стали продлевать, так как на их имя есть квартира в Северной Осетии. Правда, местная администрация, заглянув в свои списки, заявляет, что супруг Ашат Ахильговой, которого уже нет в живых, когда-то получал часть компенсации. Неправда это. Неправда. Коммунальный за сколько лет? Представители администрации готовы сегодня помочь им в этом вопросе, посодействовать? Готов. Пусть обращаются с заявлением. Мы через прокуратуру, через республиканскую прокуратуру, мы обязаны связываться с их властями. Вы напишите заявление в администрацию. Надо от чего-то оттолкнуться. Решить ваш вопрос. Вы напишите. Даже в правительство Северной Осетии напишем. Если у Ахильговых еще есть надежда, то Аза Шаухалова не знает, откуда ждать помощи. С 90-х годов женщина с 3 детьми ютится в таких условиях. И это при том, что официально ей оказана приличная материальная помощь. В 2012 году в рамках государственной программы на ее имя супруг получил на руки около 3 миллионов рублей на строительство нового жилья. Правда, через год он скончался в автокатастрофе в одном из регионов страны. А какова судьба денег на долгожданное строительство собственного дома, никто не знает. В общем, тут уже ни в суд не обратишься, ни за повторной помощью. В 2013 году, 1 декабря, у него похороны были. И вообще неожиданно он уехал, и машина, в обрыв попала, и вот так он. А деньги были у мужа, получается? Да. Дело в том, что у него на тот момент не было паспорта. И он взял на мой паспорт эти деньги. Но я их тоже не видела, он же распоряжался, я их не брала никогда. И вот сейчас где выделяли эти деньги? Это с Осетии, с Алани.
Также здесь проживают семьи, заселению которых в 90-е годы поспособствовало Министерство культуры Ингушетии. Одна из них, Фатима Барханоева, живет здесь с 94-го года с родными в 3 комнатах. Всего 15 человек. Уже долгие годы ждут обещанной помощи от государства. Правда, Минкульт до сих пор не может решить вопрос переселения этих людей из барака. Мы обращались, собрались, вот именно артисты, которые проживают здесь. Мы поехали, он нам сказал, пусть с администрации города дадут вам бумагу о том, что вас выселяют. И взамен, да, ничего не дают. Вот мы сегодня объяснили администрации, что нам бумага нужна, чтобы мы предоставили нашему министру. То есть все эти годы вы не могли решить этот вопрос, вам не могли предоставить этот документ, получается? Да нет, не было такого вопроса, чтобы нас о выселении, чтобы вопрос был поставлен. Нас не трогали, по крайней мере, все эти годы. Еще одна история, но уже сомнительная. Мужчина утверждает, ему некуда идти и вынужден проживать здесь. Однако местная администрация не совсем верит его словам. В любом случае, Магомед Катиев состоит на учете в миграционной службе и является вынужденным переселенцем. С 90-х годов, лишившись жилья, не получил госпомощь в обустройстве, полагающуюся законодательно, и до сих пор не обрел постоянного места жительства. Я ничего не получал, ничего нет. Жди, ты говоришь, и все. Всего по улице Фабричная было 4 барака, построенных в 1994 году. Рассчитаны они на 10-15 лет. По заключению экспертов, деревянные конструкции на кирпичной основе не подлежат ремонту. Уведомления о выселении из них жильцам направляли еще год назад. Один из бараков уже демонтировали полностью, с последующим переездом беженцев в новое жилье. Правда, в зимнее время работы были приостановлены. Сейчас здесь проживают всего 28 семей, более 60 человек. Их вопрос должен решиться путем привлечения Миннаца и других госструктур. Люди, которые не продлили статус, но им до этого ничего не выделяли, у них до сих пор нет ни места жительства постоянного. Вот что они и есть, которые здесь проживают. Им может как-то государство... Но им здесь есть и такой контингент людей, которым часть компенсации выделяли, или здесь даже полную сумму погашали, как я ранее сказал, но они фактически дома не имеют. И вот такие есть. Деньги были выделены по отказным. Там были 3 статьи: восстановление жилья за счет собственных сил, подрядным способом и отказные. Вот РСО Алания, вот такая статьи были. Как бы там ни было, снести бараки придется, заявляют местные власти. Они не отвечают никаким требованиям безопасности. И в случае ЧП пострадать могут все жильцы одинаково. Всем, кто потерял статус и не получил ранее выплаты, постараются снять временное жилье. Правда, кому идти, куда податься, остальным непонятно. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.